Ксения Ивашковская в 2002 году окончила факультет психологии Якутского госуниверситета. Квалификация «Психологическая помощь в острой травме». В качестве психолога имеет большой опыт работы, в том числе в Республиканском центре психолого-медико-социального сопровождения Министерства образования Республики. В 2015 году прошла обучение в Институте практической психологии «Иматон». Много лет работала с жертвами преступлений. Ксения – участница таких телевизионных проектов, как «Мы справимся» на НВК «Саха» и «Я» на телеканале «Якутия-24». Ксения, добрый день. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии. И хотелось бы с вами поговорить на актуальную тему про психологию, которая лежит на поверхности. Сейчас действительно время такое нестабильное, сложное, трудное, и очень многие люди ищут опору вовне. Да? Это обращаются к коучам, психологам, энергоресурсным людям, вот именно собираются командами, группами, ищут опору. Тогда как везде пишется то, что вот сила, опора, уверенность в себе. В связи с этим появилось очень много психологов, очень много людей, которые как бы обещают дать ту самую опору. Что вы думаете на этот счет, как профессиональный психолог, который работает в этой сфере очень много лет? Я думаю, что эта тема вечная. Опора, сила, уверенность — это то, что людям нужно было всегда. Если взять свидетельства людей, какие-то книги, документы, даже искусство, всегда это было очень нужно. Люди в вечном поиске того, чтобы укрепиться, чувствовать себя лучше. Сколько человеческого существует, да, столько и ищет эту самую опору. Да? Да, и в общем-то человеческие проблемы не изменились. Вот сколько тысяч лет произошло, человечество вот биологически не сильно изменилось. Гормонально, эмоционально мы все те же. Да? И хотя условия очень сильно усложняют нам задачу, да, а где-то, может быть, упрощается сейчас задача с прогрессом, да, однако запросы все одни и те же, просто они решаются по-разному, а вот это зависит от того, насколько мы много знаем о человеке, насколько продвинулась наука. К науке я отношусь с уважением и с любовью, насколько продвинулась наука в изучении человека. А я еще кое в чем вижу причину. Наконец-таки, да, психология настолько стала популярна, да, и у этого есть свои плюсы и свои побочки. Наконец-то она стала настолько популярна, и мы так долго над этим работали. Я, конечно, говорю «мы», хотя когда я училась, уже я видела старших коллег, которые работали над этим, над популяризацией, чтобы люди, например, не боялись этого. Да, не считали это чем-то странным. Да, и эта работа до сих пор продолжается. И мы сейчас с удовольствием видим вот эти результаты. Да. Если раньше человек стеснялся сказать, что он был у психолога, сейчас человек говорит: я хожу к психологу, то есть я забочусь о себе. Да. И это модно, да. Вначале никогда не понятно, надолго этот тренд или он закончится скоро. Вот я работаю с дипломом 2002 года и вижу, как кое-какие моды на психологические техники, методики приходят и уходят, но сама востребованность, да, и понимание людей, что это улучшает жизнь, качество жизни, что это помогает, что ясность с собой хорошо, это продолжает расти. Ага, но вместе с этим появляется же очень много людей, которые не квалифицированные, люди, которые проходят курсы там, месячные, трехмесячные, да, либо где-то чуть поработали и начинают вещать из соцсетей. Ваше отношение к этому? Я, конечно, за профессиональную психологию, за образование. Дело в том, что профессиональная психология — это очень много медицинских знаний. Когда мы обучаемся, мы изучаем анатомию, физиологию нервной системы, да, мы изучаем органы чувств, работу гормонов. Да. Это довольно базовый курс психиатрии, даже не клинические психологи изучают все. И это очень важно. Вот в этом месте иногда я чувствую, когда специалист, например, который изучал именно сразу психологические техники и не изучал медицину, это чувствуется. Да. И вот в этом есть риск. Потому что человек — это тело, да? У тела есть свои ограничения, свои возможности. Да? Не все советы человек в определенном возрасте, в определенном состоянии, да, может выполнить. Да?
И нужно понимать просто, что человек имеет большие ресурсы, но они чем-то ограничены. Нужно их замечать. Да? Хорошо, как совет тогда телезрителям, на что обращать внимание, что перед тобой квалифицированный профессиональный психолог? Потому что тут некоторые так прокачивают свой личный бренд, и кто больше цитируется, кто больше на поверхности, тот и кажется профессиональным. Ну, в первую очередь я предлагаю отличать коучинг, психологическое консультирование и наставничество. На мой взгляд, это 3 разные вещи. Да? Коуч помогает человеку простроить свою стратегию будущего. Да? И он не говорит готовую стратегию, он именно помогает человеку сформулировать то, что хочет именно сам человек с помощью вдыхает специальных энергию. вопросов. Да? Кто-то работает, кстати, с энергией, а для того, чтобы быть коучем, не обязательно быть таким энерджайзером, да, мотиватором. Да? Достаточно быть очень чутким к тому, что человек хочет, к чему он расположен. Психолог работает с психологическим здоровьем, с эмоциональным благополучием, да, с отношениями, с тем, чтобы человек жил просто хорошо чувствуя себя. Хорошо чувствуя себя и был в контакте со своими эмоциями. У нас ведь есть такая прекрасная сигнальная система эмоций, пожалуй, единственная. Называю ее, это самый верный солдат, стражник. Да? Подает прекрасные сигналы. Злость, страх, да? Печаль. Это ведь говорит о том, что если злость, значит, мы хотим что-то защищать. Если мы чувствуем страх, значит, мы чувствуем угрозу каким-то потребностям. Если печаль, значит, мы чувствуем, что что-то утратили, что-то важное. Да? А работа с этой сигнальной системой, иногда человек так распоряжается: отключу сигналку, да? Пусть пожар тихо идет, да? То есть пусть не мешает вот эта сирена. Да? И таким образом как бы подавляет злость, подавляет страх, да? Подавляет печаль, говорит, не надо печалиться, надо жить веселее. И вот с этими сигналами важными не работает, а тут ведь это не какое-то гуманитарное знание, это физиологическое, это медицинская информация, что эмоциональный, гормональный след остается, да? Следы эмоций склонны накапливаться, да? Накапливаться в мышечных зажимах, да, и уже точно в нейросетях. Таким образом, это оставляет свой след. Да? Неудовлетворенная потребность остается неудовлетворенной. Тело тогда подсказывает. Тело подскажет. Просто нужно уметь слушать это. Вот психолог поможет научиться слушать свои сигналы, учитывать их. Учитывать, не избавляться от них, не перебарывать их, а с учетом этих сигналов соединять вот требования жизни с собой. Как интересно. Да, это психолог. А есть еще наставник, это тот, кто может научить как. Вот мы с вами родители, мы дома это делаем. Да? Как стоит относиться к вещам, какие установки, мы так или иначе их передаем. Да? Вот психолог, он не занимается этим. И если психолог как раз говорит, как надо жить, как надо относиться к жизни, например, что такое счастье, то скорее перед вами наставник. Да, наставник, какой-то духовный учитель, чистый консультант, терапевт, и он интересуется тем, что у человека, как для него это, что для него важно. То есть все из материала заказчика. Да, вот это большие различия, и когда вы ищете психолога, стоит профессиональное образование искать. Я нормально воспринимаю, когда люди спрашивают, где вы учились, когда вы закончили, что вы закончили, можно ли взглянуть на ваш диплом. Ничего такого неприятного в этом нет, это нормально, если ведь ты предлагаешь свои услуги открыто. Объект у психологов — это именно психика. А психика — это то, что психика — это то, что умеет делать нервная система. Пока нервная система жива, она делает психику. Да, и психика живет, управляет нашей жизнью. Вот это и есть наш объект. Ксения, мне всегда было интересно, а как психологи сами справляются с внешними раздражителями, или всегда вы входите в состояние включенного психолога с детьми, с обществом и так далее? Бывает такое, что даже в соцсетях, когда психолог очень резко отвечает, говорят, почему вы, психолог, так резко реагируете и так далее. Бывает и такое, и всегда интересно услышать мнение, ответ самого психолога на этот вопрос. Вы сейчас про границы спрашиваете, да? Даже про систему границ. Да. Вот так вот границы простроены, есть ситуация рабочая, да? Есть ситуация личная. Но я считаю, что мы вправе ставить границы, да? Потому что прежде чем мы стали психологами, мы тоже люди.
И когда мы находимся в какой-то профессиональной ситуации, мы делаем работу. А когда мы, например, в какой-то личной ситуации, где у нас тоже свой интерес есть, и, например, кто-то, ну, допустим, хочет этот интерес ущемить, и у нас человеческая реакция в ответ, естественно, тоже гнев может быть, да, злость, и мы можем злиться. Да? Это нормально. Это же мы же и клиентам советуем понимать свою злость, то есть не давить ее, а слушать. Другой вопрос, чтобы не начинать, например, там, кричать и драться, то есть оставаться, да, в таких, оставаться способным управлять своими проявлениями, да, найти слова вместо того, чтобы, например, оскорбить человека, да, конечно, нам стоит это уметь, нужно это уметь. Ну, вопрос в том, наверное, чтобы на берегу договариваться, как будете работать. Да? Да. И вообще, как будете коммуницировать, допустим, если касается коллег, да, если касается каких-то отношений. Да, мне кажется, проблема в том, что мы не договариваемся и где-то внутри таим обиду, либо наоборот начинаем заступать и заходить слишком в пространство человека. Да, В этом... и ожидания бывают неосознаваемыми даже. Вы упомянули то, что работаете семейным психологом, но больше работаете с подростками, с трудными подростками и даже работали с жертвами насилия, преступлений, да, насколько мне известно, это очень такая тема, куда заходить сложно, трудно, и как вы сами эмоционально справляетесь с этим. Да, я понимаю, работа, но когда это ежедневно происходит, заходить в это состояние и быть в этом поле, как вы выходите сами из этого состояния, как излечиваетесь? Внутреннюю крепкость дает, когда ты параллельно проходишь собственную терапию. И если история клиента тронула или, может быть, даже ранила, да, должна быть возможность у психолога в своей собственной терапии проработать эти переживания для того, чтобы затем клиент получал, да, мою помощь, да, чтобы мы не сидели с ним два раненых человека. Да. Клиент имеет право полное получить поддержку, помощь, ресурсы, да, надежное плечо психолога, да, его уверенность в том, что можно преодолеть состояние, что можно помочь себе. И для этого мы тоже получаем терапию. На самом деле для человека лучшее лекарство — это общение с другим человеком, профессиональным. Профессиональные психологи активно пользуются помощью друг друга. Хорошо иметь отношения с собственным терапевтом. И еще есть такой отдельный процесс — это супервизия. Это может быть не обязательно даже твой терапевт, кто помогает тебе лично, а твой коллега, который помогает тебе работать с клиентской ситуацией. Можно принести эту ситуацию к нему. Супервизор, он тоже, естественно, молчит, это полностью конфиденциально, остается между нами, но это у врачей бы это называлось консилиум. Консилиум, вот я хотела Да. как раз-таки привести пример. Консилиум, когда мы ищем решение и даже что-то пробуем. Да? Иногда бывает, когда смотришь какой-нибудь сериал, передачу про врачей, которые думают, что же делать, такая бывает паника, потому что они не знают, что делать, они не знают точного ответа, как же так, да? Ух ты, да, даже врачи не знают. А у вас уже есть Это ответ. есть в любой профессии, у нас это тоже бывает, когда есть сомнения, и нужно укрепиться, и нужно проработать варианты. Тогда мы это делаем. Это называется супервизия. Поэтому профессиональные психологи пишут: у меня есть супервизия, у меня есть терапия. Да, то есть я хорошо занимаюсь вот этим инструментом своим, да, своей личностью, своей душой, чтобы не перетаскивать, например, какие-то переживания на клиента. Сразу ли раскрываются подростки? Взрослые ведь хотят помочь, посоветовать. Да? Взрослые хотят предостеречь, видят ошибку, знают, что потом ребенок сам вырастет, изменит свое мнение. Так почему бы заранее не помочь ему, да, сразу не совершить какую-то ошибку? Вот. И это бывает, когда мы так форсируем и сразу говорим, да, до того, как мы слушали. Да? А подростка ведь нужно много слушать. Вообще человек, и подросток, и взрослый человек, мы очень хорошо можем сами доработать, доразвить свою позицию, если мы услышали себя. Вот я вам говорю, и в то же время мое ухо слышит меня, и я вижу, что вам интересно, и тогда я начинаю сама обдумывать то, что я сказала. Пока я молчала, пока это все было мыслями в моей голове, я это немножко по-другому видела. Это была как бы часть меня. А теперь эти слова я услышала, и я могу что-то с ними сделать. И я даже где-то могу сама
критически отнестись или подумать, да, может быть, еще и не только так бывает, а может быть, еще и так. Да? То есть наши мысли получают второй шанс, когда они озвучены. Да? И подростки очень круто могут сами продвигаться, когда их слушают. И вот когда родитель сидит и слушает, а подросток говорит, он говорит, он злится, он может скачать, сходить по комнате, он может быть там, очень пугать может родителя своим состоянием. Но если удержаться, да, и слушать, да, то потом в какой-то день или через день выясняется, что человеку это полегчало, потому что, во-первых, он спустил вот этот эмоции накопившиеся, во-вторых, он смог рассмотреть свое мнение, свою позицию. Это бесценно, если родитель это делает. А так ли важно думать и разбираться в себе? Мне кажется, может, все намного проще. Это мы стали усложнять и подкидывать вот эти идеи, что вот там можно найти, вот здесь нужно найти. И мы, пресса, тоже помогаем в этом. Знаете, я выросла в то время, 80-е, 90-е, когда так и было. Взрослые предлагали ничего не усложнять. Однако все было сложно. Мне было сложно, я была тем подростком, которому сложно. Да, и вот эта идея, как упрощать, но она мне не помогала. Во-первых, не было конкретных инструментов, да, а как это не упрощать? То есть был совет не обращать внимания, заняться чем-то. А у психологов это называется вытеснить. Вытеснить что-то важное. Вот так вот вытеснишь, и потом ходишь, и уже тебя припекает уже всякая мелочь, слезы на глазах. То есть на самом деле это не очень-то работает. Лучше все-таки разобраться. Другой вопрос, когда вот эти вот попытки разобраться бесплодны, когда они не заканчиваются результатом, ясностью, да, когда они изнурительны, вот тогда человек разочаровывается и может сказать, ну зачем вообще всем этим заниматься? Это просто значит, что он не достигает вот результата для себя. Возможно, он делает это в одиночку и молча, и тогда вот то, что я говорила, не слышит себя, не получает возможности. Или он говорит с кем-то, кто хочет сразу помочь, и вместо того, чтобы слушать, он хочет как-то посоветовать, и эти советы, они скорее про вытеснение. Да забудь его, например, да он тебя не стоит, да? Вот. Хорошо, может быть, это в дальней перспективе и так, и она забудет, да? Но сейчас это утрата. Сейчас это утрата, сейчас это достойно того, чтобы отгоревать, потому что это была привязанность. Человек в эти отношения себя вносил, тут как бы оторвалось, кровоточит, да, там была связь, да, и это нужно заврачевать, вот как вот порезы, раны, они же не сразу, хоп, и здоровая кожа, да, они же какое-то время рубцуются, да, там болит, да. Это процесс, который ничем не подменить, и когда мы с кем-то расстаемся, мы тоже горюем, и стоит полноценно отгоревать, чем задавить в себе, якобы он не стоит. А потом годами ходит человек, вспоминает, и все-таки больно, так и не отгореванное. Почему вы выбрали психологию? Все это из подросткового возраста у вас такой интерес появился к психологии? На самом деле, да. Когда я стала думать об этом, я вдруг вспомнила вообще детский возраст. Да? Оказывается, это уже тогда было со мной. Мне были интересны очень мои друзья. Мы когда ссорились, да, мне было интересно, как мы будем мириться, мы же как-то помиримся. Я лезла посредничать. Да. Когда были какие-то массовые мероприятия, мой глаз выцеплял ребенка, которому грустно. Что случилось? Почему ему грустно? Ну, кто-то скажет, ну грустно и грустно, а мы веселимся, да? А я уже переставала веселиться, думаю, да что с ним, да? Наверное, я была просто доброй девочкой, довольно такой этой, ну как... Счастливой? Да. И, в общем-то, этому все причины были. Сказки добрые, книжки добрые, да? Мне было 3 года, и мама говорит, захожу, а ты сидишь и плачешь, а я пластинки тебе поставила. Что случилось? Оказывается, песенка грустная играла про какую-то птичку, у которой ножка болит. Видимо, вот эти вещи все связаны, да? Как-то эта склонность сочувствовать постепенно она обретала какую-то форму. Другой вопрос, что а как вы такого человека подпустите к клиенту, он же плакать будет, да? Вот в этом и заключается профессиональное обучение, личная терапия для того, чтобы вот эту устойчивость, целостность ее обрести и уже не раниться вслед за клиентом, а наоборот. Дайте, пожалуйста, как психолог, определение слова «счастье». Что такое счастье? Ну, психологи трактуют тоже по-разному, да? Это будет личное. Я не рискну давать понятия для
всех людей или от лица всего профессионального сообщества. Мы очень разные по структуре личности, да, по своим ценностям. Поэтому я скажу свое личное, так можно? Да, конечно. Для меня счастье, так как я человек очень ориентированный на отношения, для меня счастье — это личный такой баланс, устойчивость, эмоциональное благополучие и хорошие отношения. Да? Для меня важен круг моих близких, и я там стараюсь поддерживать климат. Да? И я счастлива. Да? Для меня счастье — это мои дети, у меня их 2. Я очень люблю, оказывается, очень люблю их воспитывать. Я, наверное, даже там залипаю, да, и забываю, что я собиралась делать, настолько они мне интересны. Они мне просто интересны. Когда они в квартире, я оторваться не могу иногда. Даже если я никак не взаимодействую, мне просто интересно наблюдать, интересно, как они растут. И для меня это тоже такое творчество. Это ведь я создала этот круг, вот эту семью. Вот это мое личное понимание счастья. Ну и еще делать то, что ты любишь. Мне кажется, что, наверное, это можно предложить многим людям. И так жили мои дедушки, бабушки. Все люди любили свою работу. И так жили мои родители. Я видела, как они увлечены. Они не ждут пятницы. Они никогда не думали: о боже, когда это закончится. Нет, им очень нравится. Они даже дома думали, что они будут делать. Да? Дома была какая-то профессиональная литература, инструменты. Они развивались, каждый в своем направлении. И где-то очень рано я поняла, что вот, надо любить. Не надо без любви. Люди всегда хотят большего. Почему человек хочет всегда большего, большего, большего? Да? Почему не может довольствоваться тем, что есть? Есть хорошая работа. Да? Почему люди всегда смотрят на двор соседа? Но можно и совмещать, можно и чувствовать, и смотреть во двор соседа, и хотеть большего, и наслаждаться тем, что уже у тебя есть. Я Это думаю, полезно? В мире есть место для всего. Но мы также ведь учимся. Это, наверное, вопрос про то, когда остановиться. Да. Да? Вот когда я учусь, я же у учителя учусь писать вот эти буковки прописные. Да? В основе лежит то, что я хочу так же красиво выписать, как она, и за счет этого я научусь. Да? Вплоть до 11 класса. И я смотрю, как мама шьет, и я тоже хочу вот такую строчку вывести. Это очень естественно для нас. Смотреть и хотеть тоже так смочь. Да? Подражание. Да? А в какой-то момент, где нужно остановиться, что, например, может мешать, когда человек завидует и хочет как у другого? Возможно, мы хотим, чтобы к нам было такое же отношение, как к другому, да? Чтобы получить такое же внимание, такое же восхищение, может быть, такой же доход. И, наверное, если это связано с тем, как он делает, и если я тоже сделаю, я тоже такое получу. Да? Некоторые люди, которые пережили такое отношение в детстве: ты не окей, смотри на другого, делай как другой, да? Это довольно тяжелое состояние. Я не могу сделать творчески по-своему, мне все время надо смотреть, человек как бы пленник вот этого наблюдения и подражания. Так тоже бывает. В этом случае нужна помощь в том, чтобы найти себя. В какой-то момент нас учат сперва подражать, хотеть, как у других, да? А потом, когда это изнурительно становится, да, мешает жить, как бы сам уже учишься наконец-таки не подражать. Да? В какой-то момент же все люди приходят к тому, чтобы «а как же я?». Что-то я так повторяю, подражаю, мечусь и выбился из сил, а чувства счастья нет, да, потому что там меня нету в этом процессе. Да? И какой-то поиск начинается, это бывает и в подростковом возрасте, да? Это может быть в кризисе среднего возраста. Человек к этому приходит, и вот это очень классно. Но тут сейчас столько трендов разных, да? Каких-то есть предложений, да? Успешный успех, кто-то очень хорошо зарабатывает. Сейчас подростки не то чтобы больше говорят об оценках, что хотели бы учиться хорошо, хотели бы уже зарабатывать. Это на самом деле все же наши потребности. Это очень по-человечески, и нужно уметь где-то остановиться в какой-то момент. А как это сделать? Нужно понять, что конкретным человеком движет, почему он участвует в этой гонке, да? Какие у него установки. Для этого нужен сперва не совет, нужно хорошее исследование. Я бы очень много вопросов задала и выслушала внимательно. Каждого. Да, и, возможно, там есть очень серьезные причины. Возможно, в корне такой гонки лежит боль. Да? Там, возможно, лежит какая-то очень детская история,
Да? Я знаю много детских историй, когда кто-то когда-то был ущемлен, он, допустим, сильно завидовал, у кого-то что-то было, у меня не было. Да? И это чувство на самом деле живо до сих пор. Да? А кто-то хотел бы, например, чтобы вот так поставил для себя вопрос: у моих детей будет лучше, я сделаю все, мои дети не будут испытывать то, что испытал я. Да? И человек на износ. Да? Потому что он дал себе обещания, дал очень давно. А детские обещания, клятвы себе, они очень сильные. Да? И это заслуживает уважения. Я бы сперва сходила в эту историю вместе с человеком, да? Тем, кто жил эту жизнь. И, возможно, там не нужно отказываться от этого. Может, там есть какой-то компромисс. Да? Если человек чего-то хочет, это ведь говорит о том, что раз он хочет, значит, потенциал есть. Когда мы чего-то хотим, когда мы что-то заметили и что-то захотели, это значит, что у нас есть какой-то отклик изнутри, какой-то потенциал есть. Мы, как правило, не замечаем, для нас в слепом пятне то, что не наше, не по зубам совсем, да, не соответствует. Но если уж мы за что-то замахнулись, закусили, значит, что-то внутри откликнулось. Это же очень хорошо. Да, может быть, это что-то, оно нуждается во внимании, может быть, нужно это услышать. Да, что за потребность, что за мечта, что за травма. Да? Иногда бывает, что человек, который протерапировал травму, вдруг говорит: ой, и не нужно больше. Да не нужно, оказывается, уже хорошо, так бывает. А иногда проработанная травма высвобождает силы, и человек еще активнее идет к той цели, которую изначально хотел. Так по-разному бывает, поэтому профессиональные психологи такие осторожные. Мы стараемся так советами не бросаться, а сперва поисследовать. Ну, вы правильно, очень хорошо сказали, то, что счастье — это вот как раз-таки создать свое окружение, свой климат, где вам хорошо, уютно, комфортно, проговариваться, да, чтобы услышать себя и не пренебрегать помощью специалистов. Психология такая тема, куда зайдешь и просто так не выйдешь. Широка, да? глубока. Мне кажется, мы объяснили самую главную суть, кто такой психолог, как разбираться и как важно слышать себя сегодня, каждый день. И если вы чувствуете то, что вы хотите чего-то большего, значит, есть в вас энергия и тот самый ресурс, который может действительно дать вам очень многое, чтобы испытать вот это самое счастье. Спасибо вам, что пригласили. Действительно, говорить об этом очень интересно.